Спасибо большое, коллеги. Доброе утро. У нас, мне кажется, очень интересная предстоит содержательная сессия. Ну и традиционное пожелание соблюдать регламент. У нас 5 докладов, поэтому я предлагаю ориентироваться на 15 минут. Для кардиохирургии временные интервалы важны, поэтому я уверен, что вы справитесь с этой задачей. Пожалуйста, Алексей Александрович, вам слово первому. Прошу вас. Здравствуйте, уважаемые коллеги. Скажите, пожалуйста, хорошо ли меня слышно? Можно ли начинать? Спасибо. Слышно? А, Отлично. Спасибо. Итак, первый доклад. Мой доклад будет посвящен тактике хирурга при обнаружении боли в грудной клетке, взгляд кардиохирурга, сосудистого хирурга. И в первую очередь он будет касаться того, о чем мы должны подумать и что в первую очередь мы должны исключить, когда человек попадает нам с болью в грудной клетке впервые. При этом, как правило, такие пациенты попадают не в специализированные федеральные или центры высокого уровня оказания сердечно-сосудистой помощи, а попадают они в учреждения первичного звена и в различные межрайонные городские больницы, зачастую не имеющие полного спектра оказания помощи в профиле сердечно-сосудистой хирургии. Итак, боль в груди является достаточно частой жалобой. Она может подразумевать достаточно широкий дифференциальный диагноз, который включает несколько наиболее опасных жизнеугрожающих состояний. Обследование должно быть в первую очередь, и взгляд хирурга в первую очередь должен быть сосредоточен на исключении наиболее серьезной патологии, грозящей смертью, инвалидизацией в самые короткие сроки, и наиболее частой и опасной патологией, безусловно, для нас является острый коронарный синдром. Безусловно, да, то, что случается чаще, оно чаще происходит, но наибольшую опасность летальности представляет не только острый коронарный синдром, но представляет прежде всего также острый артериальный синдром, тромбоэмболия легочной артерии. Ну, вот это, наверное, первая тройка лидеров, да, если исключить, скажем так, травматические причины. Начнем с острого коронарного синдрома, очень быстро пробежимся по этой теме, так как все-таки это причина ведущая и представляет собой более 90% нетравматических болей в грудной клетке, если брать ее как причину. По данным Минздрава России, в 2024 году почти 440 случаев острого коронарного синдрома зарегистрировано, больше 150 тысяч случаев с подъемом сегмента СТ. Диагноз острого инфаркта миокарда почти 220 тысяч случаев с летальностью почти 11%. Тактика, безусловно, нам всем прекрасно известна. Она предполагает в течение 60 минут полный диагностический цикл с выполнением экстренной кардиографии, взятием тропонина, причем желательно количественного, да, некачественного и высокочувствительного тропонина, безусловно, выполнение электрокардиографии и подтверждение или исключение этого грозного диагноза. Соответственно, если тропонин у нас выше референтных значений выставляет острый инфаркт миокарда, и, соответственно, мы переходим к выполнению инвазивных манипуляций, коронарографии с последующим черезкожным вмешательством, и большинство случаев острого коронарного синдрома, в общем-то, решают рентгенхирурги. Вот. Однако экстренное коронарное шунтирование, оно также возможно, да, при трехсосудистом тяжелом стволовом поражении и так далее. Окно возможностей оптимальное составляет 120 минут, то есть в 120 минут это, как, в общем-то, принято говорить, расстояние симптом-баллон, то есть от появления симптомов до установки катетера в коронарной артерии должно пройти не более 120 минут. Вот. И, соответственно, тогда эффективность наших диагностических и лечебных манипуляций будет максимальный, исход будет наиболее благоприятным. Вот. Соответственно, это наиболее частая причина действительно, и острый коронарный синдром – это то, о чем мы думаем в первую очередь, но есть не менее грозные причины, которые встречаются реже, но, к сожалению, наш глаз замылен на коронарогенных заболеваниях, и мы зачастую
не думаем в первые моменты о них. И наиболее грозный из них – это острый артальный синдром, который может представлять собой в первую очередь диссекцию аорты, разрывы аорты, интрамуральные гематомы в стенке аорты, пенетрирующие артальные язвы и так далее. Смертность при диссекциях аорты составляет 6 случаев на 100 тысяч человек. Является данное заболевание причиной смерти 2% всего взрослого населения. Более чем в 85% случаев сопровождается острой, нестерпимой болью в грудной клетке. И среди пациентов превалируют мужчины. Наш диагностический алгоритм, он, в общем-то, не отличается в первый момент от алгоритма при остром коронарном синдроме. Это анамнез, но в первую очередь с точки зрения диссекции нас интересует семейный анамнез, наличие у пациента синдрома соединительной тканной дисплазии, данные каких-либо исследований в прошлом, свидетельствующие о расширении аорты восходящей. При физикальном осмотре также какие-то диспластические вещи могут нам броситься в глаза, такие как выраженный синдром Марфана или Эйлера-Данлоп. Далее, безусловно, да, все стандартные РКГ и уровень тропонина, но ключевые исследования в диагностике, которые также надо выполнить быстро, это эхокардиография и МСКТ, ОГК в режиме ангиографии при диссекции. Соответственно, мы, в общем-то, все мы приняли считать, что диссекции и разрыв аорты, как правило, предшествует ее расширению. И действительно, расширение аорты больше 5,5-6 сантиметров в любом отделе драматически увеличивает риск диссекции, риск разрыва аорты, риск возникновения всех возможных осложнений, связанных с острым артальным синдромом. Однако данные достаточно уже не только последних, но и исследований последних 15 лет свидетельствует о том, что до 40% разрывов расслоения аорты происходит у людей с диаметром аорты 45 мм и меньше, а 59% разрывов происходит у больных, у которых диаметр аорты не достигает 55 мм. То есть это больные, которых мы не рассматриваем пока при трехстворчатом артальном клапане на хирургию, а зачастую они вообще могут не попасть в поле зрения ни хирурга, ни кардиолога, никого. Соответственно, классификации расслоения аорты всем клиницистам прекрасно известны. Это классификация ДБИК, Стэнфордская классификация. В нашем сегодняшнем докладе мы оттолкнемся от классификации по Стэнфорду, если позволите. И также из новых подходов классификации рассмотрения расслоения аорты сейчас выделяется классификация TEM. Type, Entry и Malperfusion. И здесь делается акцент не только на локализации разрыва, то есть локализации проксимальной фенестры, но и на характере нарушения перфузии органов и тканей. Мы сейчас чуть позже до нее дойдем и подробнее поговорим. Почему? Потому что диссекция аорты, она в первую очередь страшна нарушением перфузии органов и тканей, и при возникновении проксимальной фенестры, при распространении диссекции типа А по Стэнфорду, или типа НИА, НИБ, в первую очередь типа А, возможно мальперфузия практически всех ветвей, и диссекция может маскироваться для хирурга, кардиохирурга, сосудистого хирурга первичного звена под нарушение функции и ишемию, например, любого органа. Итак, маски диссекции аорты. Если диссекция распространяется на корень аорты, устье коронарных артерий, совершенно возможно, что она будет клинически протекать как УКС. Диссекция может быть похожа на ТЭЛу, если у больного есть тахипноэ, возникает дыхательная недостаточность, что также периодически встречается. При распространении диссекции на брахиоцефальные сосуды клиника будет напоминать острое нарушение мозгового кровообращения, и также диссекция может распространяться и ниже ишемии висцеральных органов, и их мальперфузия также возможна. Итак, при расслоении аорты типа А, первая уже названная нами мальперфузия проблема, и вторая – это артальная регургитация и тампонада сердца вследствие
распространение диссекции на корень, разрыва стенки аорты и так далее. Как мы уже упомянули, все ветви аорты могут быть заинтересованы, во всех бассейнах может происходить мальперфузия, и данные синдромы ассоциированы с переоперационной смертностью до практически 44%. Коронарная мальперфузия связана со смертностью до 40%. Та диссекция может действительно переходить на устье коронарных артерий, вплоть до полного отрыва устья артерии. И в этих случаях абсолютно показано протезирование восходящей аорты в сочетании с коронарным шунтированием. Распространение на брахиоцефальные сосуды. Также тактика предполагает, даже при наличии неврологической симптоматики, выполнение экстренного оперативного вмешательства на аорте, если необходимо выполнение шунтирующих операций между, соответственно, дугой аорты и брахиоцефальными артериями. Единственное, что может остановить, это уже состоявшийся обширный геморрагический инсульт, при котором оперативное вмешательство открытия с тотальной гиперинизацией лишь ухудшит прогноз. Мезентериальная мальперфузия связана практически с 5-кратным увеличением риска смертности. Тут существует два подхода при распространении диссекции на висцеральные ветви. Это либо первичная эндоваскулярная коррекция мальперфузии, которая, впрочем, чревата прогрессированием зоны диссекции в отсутствии локализации, в отсутствии ушивания или устранения проксимальной фенестры. И применимо это все у относительно стабильных пациентов, либо срочное протезирование восходящего отдела аорты, даже экстренное протезирование, что, в общем-то, решает данные проблемы более надежно, но ценой большой операции. Аортальная недостаточность тампонада сердца является абсолютным показанием к оперативного вмешательства, и здесь очень важен тайминг, так как риск смертности увеличивается на 0,5% каждый час ожидания. И, в общем-то, при типе А, как все мы прекрасно знаем, подход, безусловно, экстренно-хирургический, ориентирован на изоляцию проксимальной фенестры и протезирование заинтересованного отдела аорты. Соответственно, все уже повторено, да, даже при наличии неврологической симптоматики это показано. Перфузия предпочтительно антеградная через аксиллярные артерии, и дистальный анастомоз в условиях циркуляторного ареста выполняется. Соответственно, в схематичном виде это будет выглядеть так, то есть подход либо протезирование восходящего отдела аорты, либо по типу Гемиарча это выполняется, либо в сочетании с Frozen Elephant Trunk. Расслоение аорты тип ни А, ни Б. Тут также абсолютно показана техника FET, Frozen Elephant Trunk, то есть это еще более расширенный объем операции. И только при расслоении аорты по типу Б, да, то есть распространяющимся от перешейка, возможно выполнение эндоваскулярных, менее травматичных для пациента методик. Но, опять же, открытая хирургия здесь также возможна, потому что не все анатомические условия позволяют выполнить транскатетерные процедуры. Подход, показатель выживаемости на ваших экранах достаточно наглядно, то есть без хирургического лечения больше 70% пациентов погибнут при расслоении аорты. При хирургическом лечении показатели выживаемости превысят 85-90%. Однако все имеет свою цену, и послеоперационные геморрагические осложнения после протезирования аорты – это реальность, и частота их достигает 20%. Безусловно, провоцирующими факторами являются гипотермия, гемодилюция, потеря факторов свертывания и так далее. И особенно важно в этой связи, если мы ошиблись, да, в диагностике, если мы на раннем этапе не диагностировали диссекцию и вели первично пациента как пациента с острым коронарным синдромом или тромбоэмболией легочной артерии, и в этом случае зачастую выполняется введение дезагрегантов, антикоагулянтов в высоких дозах или даже тромболитическая терапия. И в этих случаях риски геморрагических осложнений, они растут абсолютно драматически. В общем-то, цена диагностической ошибки здесь достаточно велика. Последнее заболевание, о котором я очень хотел бы поговорить в оставшиеся 1,5 минуты, это острая тромбоэмболия легочной артерии, для которой либо плевральная, либо боль в грудной клетке по типу ангинозной характерна практически в 64% случаев.
ну, что, впрочем, делает и только вторым по частоте симптомом после внезапной одышки без ортопноя. Но, тем не менее, боль в грудной клетке может присутствовать. И, в общем-то, при острой теле ключевым методом лечения является тромболизис. Вот, безусловно, катетерный селективный тромболизис, он пока еще недостаточно широкими шагами шагает по планете, в нашей стране. И поэтому, как правило, тромболизис системный в дозах более 100 микрограмм препаратов по типу актилиза, что, безусловно, улучшает прогноз больных с телой, но если мы ошиблись в диагностике, то драматически увеличивает риск кровотечений при операциях при остром аортальном синдроме. Ключевым инструментальным методом диагностики ТЭЛ является даже не давление в легочной артерии и не тромбы на КТ, а увеличение размеров правого желудочка по данным их кардиографии и МСКТ. И именно на это в первую очередь хирургу экстренного стационара стоит сориентироваться. Соответственно, современный подход к лечению ТЭЛы предполагает максимальную интенсификацию и развитие катетерного тромболизиса, который примерно в 10 раз позволяет снизить дозы при применении таргетного подхода, дозы тромболитических препаратов. Это, безусловно, большой плюс, но до широкого внедрения до данной методики пройдет еще не 1 год, к сожалению. Поэтому системный тромболизис на данный момент остается реальностью и подчеркивает значимость диагностики на раннем этапе. Итак, заключение, те 3 основных заключения, которые хотел бы уважаемый участник до вас донести, это то, что ОКС, острый аортальный синдром, острая ТЭЛ являются наиболее грозными причинами нетравматической острой боли в области грудной клетки, исключать их нужно в первую очередь. Диагностические и лечебные алгоритмы данных заболеваний кардинально различны, что обуславливает большое значение дифференциальной диагностики на этапе скорой медицинской помощи и при первичном поступлении больного в стационар. И диагностические ошибки, а также преждевременное принятие тактических решений на раннем госпитальном этапе, такое как преждевременное применение тромболитической или массивной антикоагулянтной терапии, задержка в выполнении эхокардиографии прежде всего и мультиспиральной компьютерной томографии, задержка в выполнении черезкожных вмешательств и открытых операций могут иметь драматические последствия для данных групп пациентов. Спасибо большое за внимание. Я прошу прощения за небольшую задержку и буду рад вашим вопросам. Спасибо большое. Я думаю, что мы вопросы, наверное, оставим. Я надеюсь, у нас останется какой-то период времени, и мы обсудим эти интересные темы. Следующий доклад доктора Яблонского. Видимо, почти продолжение этого, это очень хорошо, про острый аортальный синдром, современное представление. Пожалуйста. Да, у вас, видимо, нет звука. Надо включить звук. Сейчас. Здравствуйте, да, уважаемые коллеги. Так. Ну, действительно, тема доклада несколько продолжает предыдущую. И я хотел бы остановиться на тактике, на логистике немножко острого аортального синдрома. Конфликта интересов у меня нету. Тема, как было отмечено, сохраняет свою актуальность, и, безусловно, высокая летальность, да, которая вот впервые была продемонстрирована в 1958 году в публикации Хирста, да, они в популяции нативной проследили то, как быстро умирают эти пациенты, да, и отсюда, собственно, взялась та цифра, о которой мы всегда говорим, да, 1% в час или 50% за первые 48 часов, приблизительно такой график и был выстроен. В современном представлении выделяется 3 типа. 3 проявления острого аортального синдрома – это расслоение, интрамуральная гематома, пенетрирующая атеросклеротическая язва, которые немножко отличаются в тактике ведения. Ну и вот одним из причин острого аортального синдрома может являться, конечно, и атеросклероз, известный еще с древнеегипетских времен, вот КТшка древнеегипетской мумии. В России это
актуальность, безусловно, тоже присутствует. Количество таких операций при острых, так и при хронических расслоениях аорты растет. Растет количество более радикальных операций при протезировании корня и дуги аорты тоже, не только восходящей аорты. Значит, классификация самая современная ТЭМ, которая используется сейчас, и несмотря на такую, в общем, довольно тщательную проработку вопроса, на разработку различных хирургических техник, прогресс в анестезиологическом пособии, летальность все равно в этой группе больных остается достаточно высокой. Даже у пациентов, которые лечатся в референсных так называемых центрах, да, или Centers of Excellence, в них летальность колеблется от 10 до 15, иногда даже больше процентов, что уж говорить о больницах, где объемы хирургии меньше, чем в этих клиниках. Ну и как же в чем же, собственно, причина такой летальности, да, не только в хирургии или анестезиологии. Существует множество публикаций, которые оценивали переоперационные факторы риска при остром аортальном синдроме. В разное время были выявлены разные факторы, которые способствуют повышенной летальности. Да, это и кровотечение, да, то есть потеря объема циркулирующих эритроцитов, это наличие мальперфузии, безусловно, повышение печёночных ферментов, как один из признаков мальперфузии, длительность операции в ряде случаев. Ну и вот в одной публикации 2017 года отмечался такой интересный фактор, как количество тромбоцитов. К нему мы еще вернемся чуть-чуть позже. Чем меньше тромбоцитов, тем, соответственно, больше риск смерти у пациента. Ну и немецкий регистр ГЕРАДа относит еще и к факторам риска, конечно, потребность в катехоламинах и наличие аортальной регургитации, как следствие аортального расслоения восходящего отдела аорты. Мы провели наше небольшое исследование на базе городской больницы, куда вошли 67 пациентов, 60 было включено в исследование, 67 всего было прооперировано. Основные параметры видите на слайде. Летальность, конечно, у нас получилась в 2 раза выше, чем в референсных центрах европейских. Предоперационная характеристика больных, которые естественным образом разделились на 2 группы, умершие и выжившие. В общем-то, ничего нового принципиально знаний нам никаких не дала. Конечно, среди погибших было больше больных с диссекцией аорты первого типа, больных с цереброваскулярной болезнью. Ну и мы посчитали, какие факторы риска у нас в нашей когорте пациентов были значимыми. Оказались очень интересные результаты. Во-первых, мы тоже получили значимость количества тромбоцитов для таких пациентов, да, то есть чем меньше тромбоцитов, тем больше риск смерти. Значимым оказался фактор кровопотери, причем не только абсолютное количество потерянной крови, сколько эффективность восполнения кровопотери. Да? Первый послеоперационный гемоглобин, когда пациент попадает у нас из операционной в реанимацию, да, и вот этот первый анализ, который берется, он оказался значимым, и при рок-анализе 103 грамма на литр было пороговым значением. При анализе 30-дневной летальности значимость показал индекс Чарльсона, да, то есть индекс коморбидности у таких пациентов, количество тромбоцитов и гемоглобин после операции первой. При анализе 5-летней выживаемости, соответственно, значимость имели те же самые, по сути, факторы. Это индекс Чарльсона, уровень тромбоцитов, длительность искусственного кровообращения, первый послеоперационный гемоглобин, ну и, конечно, тип расслоения. Да. Ну, теперь, собственно, перейдем немножко к логистике. Это скорость принятия решения в данной ситуации играет важнейшую роль. И именно потому, что эти пациенты имеют тенденцию, да, умирать довольно быстро. И, к сожалению, из опыта работы в Петербурге
единичные, слава богу, случаи, когда транспортировка пациента уже при установленном диагнозе занимает около суток. Да, конечно, обычно больше, но тем не менее такое случается. Обратимся к опыту других клиник, да, в том числе зарубежных, которые работают над этой проблемой. И вот, например, Институт сердца в Миннеаполисе разработал тоже свой алгоритм, который включает в себя организацию так называемого колл-центра, да, у них называется Access Center, то есть это центральный телефон, куда может позвонить врач любой региональной больницы и, соответственно, доложить о пациенте, у которого подозревается расслоение аорты, после чего организуется онлайн-консилиум и транспортировка больного в клинику, которая может вылечить такого пациента. Что здесь важно, да, то есть, конечно, должен быть понятный телефон, да, он должен быть где-то известен, опубликован, легко доступен, например, клиники уровня немецкого Herz-центра в Берлине имеют на страничке отдельную вкладку в интернете, да, по поводу острого коронарного синдрома, острого аортального синдрома, да, там указан прямой номер дежурного кардиохирурга, с которым можно решить этот вопрос. Да, если в Америке, в Миннеаполисе организуется онлайн-консилиум, да, то здесь связь идет напрямую с кардиохирургом. Ну, естественно, хорошо бы иметь какую-то связь помимо общеизвестных мессенджеров, да, специализированные медицинские, с дополнительной защитой личных данных, с факс-сервером, которым можно посмотреть с телефона, да, чтобы посмотреть картинки и так далее. В другой вариант организации помощи – это организация такой звездчатой системы, да, когда у нас есть периферические центры и один центр посередине, грубо говоря, который координирует их работу. Соответственно, каждая клиника знает, кому конкретно она направляет таких пациентов. Это подход hub and spoke. Вот. И в Италии, например, когда такой подход применили, они продемонстрировали снижение летальности у пациентов в 3 раза, увеличение количества операций, да, протезирования дуги аорты, соответственно, более радикальные операции на 50%, в тех клиниках, где такие операции и так выполнялись, да, за счет увеличения объемов и получения большего количества опыта, сократилось время ареста, ну и у управляющих клиник сократилось время диагностики, да, на 25%, что, безусловно, можно считать хорошим результатом по всем параметрам. У той же клиники в Миннеаполисе есть отдельное приложение, да, его можно скачать, оно даже без VPN доступно, где есть вкладочки по поводу всех экстренных состояний, в том числе расслоения аорты, потребности в ЭКМО, острого коронарного синдрома и так далее, где есть четкий и понятный чек-лист, опять же, с указанием номера телефона контактного, да, что важно, где, соответственно, можно сначала позвонить, а потом идет по пунктам алгоритм, как пациентов это стабилизировать до момента перевода. В Великобритании тоже применяется эта система с Hub and Spoke, и у них получается, что они не просто логистически, да, связали клиники между собой, но они ввели очень жесткие временные интервалы, которые в ряде случаев даже быстрее оказываются, чем при остром коронарном синдроме, да, то есть 30 минут время на диагностику всего лишь и на выявление расслоения аорты, а если пациент исходно поступает в аортальный центр, то 60 минут от двери до операционного стола. Вот. Ну и в Германии, в Ганновере, где я работал, вот именно такого же сценария придерживаются. Кроме того, Великобритания, может быть, одной из первых, перешла на надрегиональный принцип организации такой помощи. У них разработана так называемая стандартная операционная процедура до надрегионального уровня, которая объединяет несколько областей. Это все, опять же, находится легко доступно в интернете, QR-код, который переводит вас на страницу, где есть алгоритм дальнейших действий, да, все контактные телефоны.
Кроме того, у них есть тоже единый колл-центр, который координирует, не просто там отвечает на вопросы, да, но и координирует работу клиник. То есть у них есть информация о том, какие операционные столы в каких ортальных центрах свободны, и отправляют они пациента не просто в ближайший центр, да, а в ближайший центр со свободным операционным столом. Вот. Ну и таким образом, подводя итоги, хочу сказать, что результаты лечения больных с острым ортальным синдромом в значительной степени зависят от времени до операционного стола. Да, это ускорение принятия решения, времени транспортировки. Ну и в результате этого всего мы, соответственно, уменьшаем объем кровопотери, уменьшаем в том числе и потерю тромбоцитов, да, которые вот в нашем небольшом исследовании показано как неблагоприятный фактор для выживаемости пациентов и так далее. Да. Соответственно, проявления мальперфузии также будут уменьшаться и так далее и тому подобное. Благодарю за внимание. Так, спасибо большое за пунктуальность в том числе. У нас есть еще почти 3 минуты, поэтому вопрос есть? Какой-нибудь вопрос для обсуждения? Спасибо. Тогда отложим, наверное, на дальнейшее, да, на окончание. Так, коллеги, следующий доклад у нас из Томска. Единственное, я не совсем понимаю, кто у нас будет докладывать. Евгения, да, отлично. Замечательно вас видеть, очень приятно. Прошу, приступайте к презентации к вашей, значит, антитромботической терапии.